Чтобы обсудить организацию работы по подготовке к курортному сезону 2019 года, в Общественную палату были приглашены представители министерств и ведомств, отвечающие за вопросы безопасности, санитарно-эпидемиологической ситуации, сферы обслуживания. То, что туризм – одна из ведущих отраслей экономики Абхазии, в нашей стране понимают все. Однако уровень сервиса и инфраструктуры в республике все еще недостаточно высок. Поэтому всем структурным подразделениям администрации городов и районов необходимо активизировать свою работу, отмечалось на встрече. Представитель Министерства по курортам и туризму Адам Ирмукба отметил, что сезон начался достаточно неплохо. По сравнению с 2018 годом, в этом году за майские праздники страну посетили немалое количество туристов. Если сравнивать экскурсионные объекты, их показатели, за май месяц 2018 года в сравнении, пещеру посетило 4258 человек за 10 дней, то есть за майские праздники. В этом году 7902 человека за 10 дней. То есть в сравнении это больше, чем показатели прошлого года. По Рыцинскому заповеднику в 2018 году за 10 майских дней было около 9 тысяч, в этом году 16,5. Мне кажется, это существенная разница. Как отметил Адам Ирмукба, подготовке к сезону пляжных территорий уделяется особое внимание. Например, при поддержке администрации города Гагра с 20 мая планируется подготовка пляжной зоны в Гагарском районе. И уже к началу июня она будет готова к приему туристов. Однако существуют проблемы с оснащением пляжных зон. Над решением этого вопроса работает Министерство по курортам и туризму. По мнению журналиста Надежды Венедиктовой, главные проблемы, которые необходимо решить, улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию и обеспечить безопасность на дорогах. В столице только до Красного моста действует очистительная система, от Красного моста и до Таштака нет. То есть регулярно все травятся, особенно август. Я знаю, что люди после этого часто не приезжают. Мне кажется, туристическая отрасль должна взять это под свой контроль и пробить в ближайшие годы. И второй вопрос – это то, что наши люди гоняют на своих автомобилях по Кадорскому шоссе и других местах с такой скоростью, что я удивляюсь, что не давятся дети, особенно отдыхающие. По мнению члена Общественной палаты Низама Хапат, чтобы улучшить качество обслуживания туристов, надо воспитывать в подрастающем поколении уважительное отношение к отдыхающим. Для этого он предложил проводить в школах специальные уроки. Министерство по курортам и туризму совместно с Абхазским союзом туристов также проводит большую работу, направленную на привлечение зарубежных турагентов и увеличение туристического потока в страну. При поддержке Министерства по курортам и туризму сняли передачу, очень интересную. Канал «Моя планета», я думаю, все знают. И планируется скоро съемки передачи на телеканале «Поехали». Будет несколько фильмов, целых 6 фильмов будет снято в конце лета про Абхазию. Я думаю, что к следующему сезону они как раз запустятся, и это будет нам неплохой рекламой. О готовности лечебных учреждений Абхазии к курортному сезону рассказал министр здравоохранения Тамас Сахнаки. В частности, он отметил, что будет усилена работа бригады скорой помощи и дежурных составов больниц. Только в прошлом году за медицинской помощью обратились 8 тысяч туристов. Если проанализировать и прошлый год, нагрузка на наши лечебные учреждения в курортный сезон значительно увеличивается. В 2018 году более 8 тысяч обращений было в медицинские организации республики, которым была оказана стационарная и амбулаторная помощь. Преимущественно это Гагарский район. Это разные проблемы, это травмы, пищевые отравления, солнечные тепловые удары. В Общественной палате обсуждались и вопросы по организации и развитию в стране горного туризма. И, как отмечали участники встречи, в Абхазии есть необходимые для этого природные ресурсы, но нужно развивать инфраструктуру. В итоге участники встречи пришли к выводу, что должна быть разработана государственная стратегия развития туристической индустрии. Члены Общественной палаты намерены разработать и предложить соответствующим структурам свои рекомендации. Гугуца Вардания, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.